выступал народный ансамбль «Эркен». Бурные аплодисменты! На сцену приглашается представитель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия, член Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Николай Николаевич Дегтярев. Под ваши бурные аплодисменты руководитель регионального исполкома Народный фронт за Россию Республики Саха-Якутия, народный депутат Республики Валерий Алексеевич Лютый. Бурные овации! Экс-заместитель министра внутренних дел Республики Саха-Якутия полковник Петр Васильевич Лазарев. Бурные овации, друзья! Дорогие участники сегодняшнего дня, разрешите от имени Федерации профсоюзов и от себя лично сердечно поздравить всех вас со столетним юбилеем образования Якутской АССР с Днем гражданского активиста в Республике Саха-Якутия. Дорогие друзья, сегодня, когда под внешними санкциями экономика нашей страны, нашей республики испытывает сложности, мы, трудящиеся республики, выражаем солидарность и поддержку за проводимую политику президентом нашей страны. Как уже было сказано, если бы не была начата эта специальная военная операция, что бы могло быть жителями ЛНР, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики? Я уже не говорю о том, что уже доказательная база есть, что планировала Америка, НАТО, готовя биологическую войну против нашей страны. А на самом-то деле это против человечества. Поэтому мы говорим за президента, за Россию, за нашу великую страну. Да здравствует наша Россия! И, конечно же, да здравствует наш главнокомандующий, президент нашей страны Владимир Путин. Улу Россияга! Сахабыт Серегер! Уруй! 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 Махтал! Друзья, якутяне, россияне, вы сегодня пришли сюда. Я тут вижу единение народа. Десантники, депутаты, студенты, общественники. Я много-много вижу лиц патриотов нашей страны, нашей республики. Спасибо вам, что сегодня пришли. Очень важно сегодня нужно было прийти и поддержать нашу армию, нашего президента, которому очень трудно дался это решение вот этой специальной операции по ликвидации нацистской власти, нацистской идеологии. Кому как не к нам, вот ветеранам особенно, вот я знаю, ветераны здесь стоят, знать, что такое нацистская идеология, что такое, мы все знаем, прошли Великую Отечественную войну, мы о ней знаем не только понаслышке, а наши родственники там погибли, защищая Родину и борясь именно с гитлеровской Германией, с нацизмом. Вот чтобы не было из Украины той же Германии, чтобы предотвратить глобальную ядерную войну, и принято такое сложное решение. Сложное почему? Да потому что украинский народ всегда братским был и будет нам. Но это необходимость, эта операция. Мы все это понимаем все больше и больше. И я рад, что вся Россия сейчас сплачивается вокруг президента и нашей могучей армии. Мы сделаем поддержку нашу, чтобы была наша армия, ребята там почувствовали. Поэтому я вас прошу, поддержите нашу армию, нашего президента. Уруй! Айкал! Уруй! Айкал! Уруй! Айкал! 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 Нашей армии России! Ура! 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 Добрый день, уважаемые сограждане. Во-первых, я от лица ветеранов боевых действий, от лица
сотрудников органов внутренних дел. Вас всех призываю поддержать нашего президента, главнокомандующего вооруженными силами, а также поддержать нашу российскую армию. Уважаемые сограждане, это у нас проведение спецоперации, это вынужденная мера. Вы прекрасно знаете, что на границе Украины НАТО собрало большое количество и боевой техники, и личного состава, а также всех нацгвардейцев, так называемых Азов и прочих формирований. Они и в Англии, в Америке учили специальные инспектора для проведения такого рода акций, нападения на Российскую Федерацию. Они планировали создать на территории Украины еще один блок противодействия России и сделать Украину своим сателлитом, то есть чтобы Украина вступила в блок НАТО. Но мы, наша доблестная разведка и прочее упредила все эти информации, собрала. А также мы точно знали, что они собираются, Соединенные Штаты Америки, во главе с НАТО, то есть со всеми сателлитами, этими государствами собирались напасть на Советский Союз, Российскую Федерацию, но преемник Советского Союза. Тем более сегодня, уважаемые коллеги, день подписания в 1996 году союзного договора Белоруссии и России. Сегодня день образования этого союзного договора, союзного государства. Поэтому, и Белоруссия за нас, а также есть многие крупные державы, крупные страны, в том числе и Китай, которого Соединенные Штаты Америки также признали стратегическим своим противником. Индия тоже выразила большое согласие для поддержки Российской Федерации. То есть много государств, половина, я бы даже сказал, государств, которые конкретно поддерживают Российскую Федерацию. Даже в самих этих государствах, западных государствах, большое количество населения проводят такие же демонстрации и поддержку. В той же Германии, вы, наверное, тоже видели по телевизору, поддержку Российской Федерации. То есть я хочу сказать, что многие трезвые умы, в том числе и народ, и население, понимает сегодня, в каком положении находится и Украина, и Россия, и также объединенные эти силы. Мы за то, чтобы Украина была нейтральным государством, ни в какой блок она не входила, и также там не были созданы на границе силы противодействия России. Кроме того, вы прекрасно знаете, что были созданы многие лаборатории исследования, которые занимались биологическим оружием, также чтобы проводить пандемии на территории Российской Федерации. Наши доблестные войска, эти все документы изъяла, имеется конкретная доказательственная база, и бывший генерал Владимир Шаманов, председатель общественных формирований Государственной Думы, конкретно, имея эти доказательства, выступил о том, что такие действительно лаборатории создавались на территории Украины против Российской Федерации. А также, уважаемые граждане, сегодня, это, думаю, уже считанные дни остались, Мариуполь, тоже практически 90% уже контролируют наши российские войска. Там же проводят уже гуманитарную помощь. Уже дня 4 назад было 350 тонн, я думаю, сейчас уже 500 тонн, наверное, гуманитарной помощи идет на поддержку Украины и населения. Также наша республика от этого не остается. Мы тоже гуманитарную помощь собрали и отправляют. А также добровольцы уже имеются, которые
значит, собираются на Украину. Вот, так что, уважаемые сограждане, наше дело правое, мы победим. Кроме того, 6 ноября в 1944 году наш уважаемый главнокомандующий, который победил Великую Отечественную войну, Иосиф Виссарионович Сталин, он сказал, он произнес 4 основных тоста. Значит, это за вооруженные силы Советского Союза, за Красную Армию, ну а также за могучую Россию и за Родину. Вот такие тосты, значит, произнес Иосиф Виссарионович Сталин 6 ноября 1944 году. Я хочу его тосты повторить, но перефразировать: за нашу Россию, значит, а также за нашу армию, за ее боеспособность и за нашего главнокомандующего. Ура, товарищи! Давайте поаплодируем все вместе. Содружество народов Отечества всегда было основой великих свершений и ратных побед. Россия всегда проявляла подлинный патриотизм и умение объединяться перед лицом опасности, вместе преодолевая препятствия и трудности. Ура, России! Теперь все мужчины кричат «Ура!» 3-4! Теперь все женщины 3-4! Теперь все вместе трикратный ура! И ура! Песня «Я люблю тебя, Россия» в исполнении солистки Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Егоровича Платонова, отличника культуры Республики Саха-Якутия Татьяны Андросовой. Андрианы, бурные аплодисменты! Тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть, ты размахом необъятна. Нет ни в чем тебе конца, ты никак непонятна, чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россией или не быть. Много раз к тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю, не сломить, не запугать. Ты мне родина родная, вольной волей дорога. Ты добром своими ласков, ты душой своей сильна. Нерассказанная сказка, синеокая страна. Я в березовые птицы нарядил бы белый свет. Мне всю жизнь с тобой гордиться, без тебя
нарядил бы белый свет. Мне всю жизнь тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Ну что ж, давайте поаплодируем громче! Под ваши бурные аплодисменты на сцену приглашается полковник, ветеран МВД Иннокентий Андреевич Иванов. Также приглашается полковник, ветеран МВД Геннадий Гаврильевич Алексеев. Доброго дня всем! В этот день, вот сегодня, в столице нашей республики, столько народу собралось. Это показатель того, что мы сплощенны, мы вместе. Пока мы вместе, мы сила. То, что сейчас происходит в Украине, это войсковая, воинская операция, специальная операция против нашистов. Против тех людей, которые еще остались после Великой Отечественной войны. Мы им не дадим. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск. Мы поддерживаем политику президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандования. Пока вместе мы сила. Пока мы едины, мы победим. Ура, товарищи! Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, мы не только словом готовы, мы и делом готовы. Ура, товарищи! Давайте поаплодируем ветеранам. Громче, громче, громче. Наша поддержка, народное единство и консолидация общества вокруг национального лидера, президента Российской Федерации, позволят обеспечить национальную безопасность и идти по пути устойчивого развития. За мир, за Россию, за президента. Повторим все вместе. За! 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 А теперь сами и... Ура! «Мы единое целое» в исполнении солиста Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапка. Василия Пенигина. Ура! Цвету глаз солнце сияло одно на всех. Верили в дружбу без лишних фраз и за мечтой стремились вверх. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленты и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдут сквозь грозы и молнии легко и незримо. Мы просыпались под птичий гам и ликовали с дождем весной. Мы разлетались по городам, но возвращались всегда домой. Люди придумали счастью запреты,
ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдут сквозь грозы и молнии легко и незримо. Единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдут сквозь грозы и молнии легко и незримо. Спасибо. Спасибо, Василий, давайте поаплодируем. На сцену приглашается председатель Совета Якутского городского отделения общественной организации «Дети войны» Зинаида Дмитриевна Винокурова, ветеран тыла Валентина Ильинична Малеева, руководитель аппарата Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Владимир Владимирович Перцев. Под ваши бурные аплодисменты! Вы далеко не уходите. Да. Все, начинаем его. Здравствуйте, дорогие горожане! Я от имени ветеранов и от имени старшего поколения прошу еще раз подумать, как это страшно, как это невозможно, как это можно жить при таких обстоятельствах. Поэтому очень прошу молодому поколению не бросать по пути, не отходить от старшего поколения. Наравне, вместе со всеми будем переживать. Это же очень страшно. Все переживают, все думают, все думают, как это так получилось, что вот человек человека убивает. Разве можно так? Спасибо большое Путину, спасибо большое народу, якутскому народу. Спасибо большое и всем, кто будет за это переживать, и надо, ведь не только Украина, по всей планете идет война, по всей планете люди дерутся. Ну как это можно? Поэтому надо сказать, чтобы мир был на земле. Мир. Я Егоров, член городского совета детей войны.
дети войны поддерживают решение нашего президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной операции, о защите Донбасса и Луганска от бандеровцев. Наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо за внимание. Раз. Россия войн не начинает, Россия войны заканчивает. От имени молодой гвардии Единой России и от имени молодежи с активной гражданской позицией я солидарен указу президента Российской Федерации о начале военной спецоперации на Донбассе. В целом конфликт начался не вчера, а уже в течение 8 лет европейские страны и НАТО снабжали украинские войска и настраивали против братского русского народа. И в целом пострадало при этой войне 8 лет около 4 миллионов русскоговорящих населения Украины. Я против того, что был геноцид русских на Украине. И слава российскому солдату, гордости российской армии. Спасибо. Давайте поаплодируем друг другу, уважаемые жители.